Бекрамидин Назирович, у вас есть? Да, включите микрофон, не забывайте. Пожалуйста. Один вопрос. Вот вы слышали ответ, что очень было мало дел, которые заочно осужденных. У вас есть учет, вот сколько дел приостановлено в связи с розыском обвиняемого, и сколько дел, и вот по каким критериям вы или суд отправляете, или суд не отправляете? Учет, можно отвечать, да? Учет, Да. наверное, есть, но данным учетом занимается у нас управление статистики и непосредственно главное управление, занимающееся надзором за следствием. Я сейчас не могу привести эти цифры, но, скорее всего, учет есть. А критерии, я полагаю, они одни. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством позицию государственного обвинения формирует прокурор. При этих основаниях, я думаю, прокурор, исходя из фактических обстоятельств дела и наличия либо отсутствия той доказательной базы, принимает решение о возможности либо невозможности направления уголовного дела для рассмотрения в суд, в том числе и по делам, связанным с заочным предъявлением обвинения. А то, что в законе нет этих критериев, относительно отсутствия в законе критерий, я хотел бы отметить следующее, и, может быть, даже на примере, который уже имел место быть, если вы помните, ранее Уголовно-процессуальный кодекс 1997 года предусматривал, что санкцию, возможно, давал только прокурор. Но потом были изменения в Конституцию, которая предусмотрела, что такие решения возможно только на основании судебного акта. И пока изменений в УПК не было, суды принимали данное решение, основываясь на Конституции Кыргызской Республики. В данной ситуации мы наблюдаем, что имеется решение Конституционной палаты от 2016 года, по-моему, и второе решение Конституции Конституционной палаты от 2014 года, которое предусматривает, допускает возможность рассмотрения дел категории, где было предъявлено заочное обвинение в судах. А мы полагаем, что данные нормы распространяются на вопросы следствия, поэтому в такой ситуации, я полагаю, что у органов дознания, следствия имеются все процессуальные возможности, руководствуясь данными нормами решения Конституционного суда, решение которого обязательно для исполнения всеми государственными органами, принимать решение о возможности предъявления обвинения, направления дела и рассмотрения его по существу, где было предъявлено заочное обвинение. Почему вы считаете, что вот эти решения Конституционного суда, они распространяются и на следствие? Разве потому что я как отметил, я как уже отметил, досудебное производство, у нас уголовное судопроизводство состоит из двух стадий. Досудебное и судебное производство, они взаимосвязаны, неотделимы друг от друга. Это моя позиция. Норму не нужно, да, дополнительно вводить, что направлять заочный суд можно. Это прерогатива законодательной власти, если она посчитает необходимо что-то изменить, то это право законодательной власти. В органе прокуратуры мы исполняем закон непосредственно, который принимается в стране. Ясно. Самат Хаштубекович, у вас есть вопросы? Да, есть. Да. Тимур Иднанович, сейчас в данный момент по существованию УПК есть рабочая группа? Насколько я знаю, рабочая группа такая сформирована, она действует. И также, насколько мне известно, в настоящее время администрация президента разрабатывает какие-то изменения, либо, возможно, новый уголовно-процессуальный кодекс для принятия его в стране. Но пока это на стадии обсуждения. Генеральная прокуратура участвует в этом процессе? Обязательно. Нет, сейчас по рабочей группе сейчас ответственна Генеральная прокуратура, да, или как? Нет, по-моему, там при администрации президента это рабочая группа. При администрации. Да. Просто я предлагаю в последнее время основное обращение по Уголовному процессуальному кодексу, да, поэтому, конечно, не могу сказать, что эти обращения не противоречат Конституции, но есть проблемы, поэтому обращают в Конституционный суд. Да. И я прошу, что все обращения надо посмотреть. Хорошо, я передам. Спасибо. Другой вопрос нет. Мы тоже считаем, что в данном случае Самат Хаштубекович правильное такое замечание делает, да? Что в последнее время в большей части сомнения вызывают, мы не говорим вообще у правоприменителей, у граждан, именно вопросы, касающиеся уголовно-процессуального законодательства. Это необходимо иметь в виду. Второй вопрос. Вам нужно лучше готовиться, и статистику вы должны были нам сегодня представить о том, сколько дел приостановлено, и раз прокурор принимает решение, какое дело приостановить, а какое дело направить в суд, разумеется, он должен сказать, какими критериями и какими основаниями он в данном случае руководствуется. Если они уж не прописаны, во всяком случае, тогда об этом мы должны были услышать. Это вам на будущее. Хорошо? Присаживайтесь.